Это программа «Новости IT». Здравствуйте. На минувшей неделе в мире отметили День электросвязи и информационного общества. Его учредили в 2006 году, но корни он берет с середины 20 века, когда Международный совет постановил 17 мая отмечать День электросвязи. Современник целью своей считает устранение цифрового неравенства и популяризацию интернета. События отметили программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, веб-дизайнеры, редакторы интернет-изданий, а также другие специалисты, чья работа связана с информационными технологиями. От лица нашей редакции желаем всем причастным новых высот и надеемся на ваше дальнейшее усердие, ведь в современном мире от вас зависит комфорт жизни нас, простых пользователей. С праздником! Ну а теперь узнаем, что же такого произошло в нашем регионе. Якутяне смогут отслеживать рейсы паромов с мобильного приложения. Всех перевозчиков планируют подключить через трекер «Паромы Якутии» в этом году. Это позволит увидеть работу паромных переправ в режиме реального времени, отображать информацию о причалах и расписании рейсов. Сейчас приложение дорабатывается и тестируется. Данные с паромов будут поступать через специальный трекер, который находится в капитанской будке, либо путем интеграции через систему ЛОР. На переправе Якутск-Нижний Бестях из 13 паромов к системе уже подключены 7. На переправе Качекадзе-Максагалук лишь одно судно из 5. В Вилюйском районе создали специальную комиссию по борьбе с IT-преступлениями. Как организует ее работу и сможет ли она помочь жителям, выясняла Анна Васильева. В связи с увеличением в Вилюйском УВУСе случаев хищения у граждан с использованием средств мобильной связи и сети интернет на днях в районе был создан оперативный штаб, работа которого будет направлена на профилактическую работу среди населения, на составление аналитических фактов совершенных преступлений, на изучение гражданами законодательства, касающегося преступлений в информационной среде. Как показал анализ, потерпевшими становятся жители района различных возрастных групп. Основными причинами, способствующими совершению преступления, являются покупка товаров у непроверенных интернет-магазинов по предоплате, сообщение данных карт посторонним лицам и желание выиграть несуществующие денежные средства. В связи с этим нами особое внимание уделяется профилактике данного вида преступлений. Только успешное взаимодействие субъектов профилактики на всех уровнях приведет к противодействию данному виду преступлений. Хищения, совершаемые с применением средств сотовой связи сети интернет, это новый вид преступности. Методы конспирации злоумышленников, используемые ими способы отличаются от традиционных, поэтому расследование таких преступлений требует от сотрудников новых тактических подходов. Так, за последние 4 месяца в районе было возбуждено 20 уголовных дел, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В мае прошлого года заказала товар через Инстаграм. На отзывы не смотрела, подумала, что это действующий магазин, который находится в Италии. Заказала товар, а товар не отправили. В общем, ждала где-то полгода, потом написала заявление в полицию. Вот. И спустя где-то после того, как написала заявление, такой достаточно короткий промежуток времени нашли злоумышленницу. И злоумышленница мне вернула всю сумму ущерба. Теперь жители и гости Якутска, не прибегая к услугам экскурсоводов, могут изучить историю города 17-18 веков. Музей Ярославского презентовал специальный аудиогид, который работает на популярной платформе Easy Travel. Скачав, любой желающий сможет прогуляться по старинным столичным улочкам. Стартовать нужно с территории музея Ярославского. Далее, слушая гида, голос которому подарил актер русского драмтеатра имени Пушкина Иван Мишагин, следуйте по карте, а приложение будет знакомить вас с малоизвестной историей раннего Якутска. Прогулка займет 1,5 часа. Это 9 локаций от музея вдоль проспекта Ленина и до Залога. Мы как раз старались передать выговор жителей Якутска того времени, потому что в основном в 17-18 веке это были выходцы с русского севера, там из Великого Устюга, из-под Новгорода, и у них такой своеобразный говор был. Вот мы попытались это тоже воссоздать. Вообще аудиогид, он как бы по территории старинного Якутска.
но на современных улицах, получается. Как я сказал, ничего от старого города не осталось, но границы города известны того времени. Они проходили примерно от площади Орджоникидзе и территории нашего музея до современного вот Заложного района. С севера на юг вот слушатель так, город старинный пересекает и слушает, что там было, как люди жили. Также в столице на неделе наградили победителей 6-го регионального конкурса «Моя профессия IT». Этому предшествовали 3 месяца отбора и рассмотрения проектов школьников и студентов. Кто стал победителем, узнала Саргалана Неустроева. Отборочные этапы конкурса прошли в 22 муниципальных образованиях. При этом в этом году участие в конкурсе приняло рекордное количество человек – 1527 студентов и школьников. Общий призовой фонд составил 500 тысяч рублей. Командный приз денежный. Тоже стоимость призов не изменилась, тоже прошлого года это 50 тысяч, 40 тысяч рублей, в зависимости от лига. То есть на команду идет. Также будут индивидуальные призы для лучшего разработчика, лучшего менеджера, лучшего дизайнера. Уже по традиции каждая команда, как победитель, получит тоже приз. Для того, чтобы побороться за звание лучшей команды разработчиков, участникам пришлось пройти несколько этапов конкурса. Полный полет фантазии, никаких ограничений по тематике, механике и другим спецификам IT-технологий. Делали задания, которые определенные, которые мы для них специально готовили. То есть мы готовили в тайне, все никому не говорили. И по итогам этих заданий, значит, мы уже отбирали. Была комиссия, жюри, в которой мы, конечно, не входили, это были внешние эксперты, привлеченные со стороны, даже не из Якутии. А прошло у нас, получается, всего около 28 отборочных этапов прошло. Были отдельные районные, были общие районные, там, да, комплексные онлайн-мероприятия, а потом были у нас 2 финала по категории А и по категории Б. Первое место высшей лиги категории ВВС студентов колледжа и университетов Республики Скайдуля занимает команда Square. Победители высшей лиги – команда студентов Института математики и информатики СВФУ и команда учащихся специализированного научного центра СВФУ и Международной арктической школы получили главный приз – 60 тысяч рублей. Но что самое главное – путевку в лучшие технические вузы страны, поддержку местных IT-гигантов и гарантированные рабочие места. Мы сейчас находимся в здании IT-парка в центре города. У нас очень много резидентов. Я точно могу назвать из десяток резидентов, которые были в свое время участниками конкурса «Моя профессия IT». И эти выпускники, победители работают сейчас и в Майтоне, в Биндрайвере работают, сейчас учатся многие в центровузах. Для нас один из метриков – это выбор ЕГЭ по информатике. С каждым годом этот выбор ЕГЭ растет, и значит конкурс работает. При этом, как подчеркнул министр инноваций, уже сейчас возможен запуск франшизы «Моя профессия IT» в других регионах страны. На сегодняшний день это самый масштабный и перспективный конкурс IT-разработчиков среди школьников и студентов не только в республике, но и за ее пределами. Ну а на этом все. Повтор программы ищите на YouTube-канале Якутия24 и в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!